Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел журналист Игорь Семенович Телин. Игорь Семенович, пожалуйста. Овраг у богоявленского источника знаком мне с самого детства. Дело в том, что по берегам этого оврага находится небольшой лесочек, и за которым находится садоводческое общество 40 лет советской армии. У нас там была дача с конца 50-х годов. Родился я в 60-м году, в 1960 году, и, наверное, лет с 6-7, в общем-то, мотался по этому лесочку, собирал опята и другие грибочки, которые росли в этом чахлом У Абрама лесу. тоже там дача была, кстати. Да, и, естественно, я даже и представить себе не мог, какое, в принципе, страшное это место. То есть, только спустя, наверное, лет почти 40, я даже больше, узнал о том, что в этом овраге находится место захоронения десятков людей, которые были расстреляны в годы политических репрессий 30-х годов, в 30-е годы. Я считаю, конечно, в каждом городе, не беру маленькие города, но, по крайней мере, областные и республиканские центры, в каждом городе, таком более-менее крупном, должен находиться какой-то памятник или небольшой мемориальный комплекс, посвященный тем страшным годам, с тем, чтобы эти годы, этот страх, в общем-то, на нашей земле больше никогда не повторялся. Сейчас идет много споров о том, где должен находиться этот памятник, где должен находиться этот мемориал. Во-первых, я выскажусь так, что в центре города, пожалуй, не стоит его устанавливать. Почему? Потому что город, в принципе, у нас достаточно зонированный, и есть предложение поставить, в частности, памятник вот в этом сквере, который находится за памятником Владимиру Ильичу Ленину. Я считаю, этого делать не стоит. Сюда приходят погулять родители с колясками, здесь иногда играют дети, и должного, скажем так, почитания месту, почитания памятнику здесь все-таки не будет. Я не думаю, что вот в подобных местах, около подобных памятников должен звучать веселый детский смех. В общем-то, это все-таки место скорби. Есть еще одна площадь, еще одно предложение, где разместить этот памятник. Это в районе площади Победы. Считаю, тоже совершенно зря такие предложения, в общем-то, поступают. Почему? Потому что площадь Победы – это все-таки площадь памяти погибшим воинам в различных вооруженных конфликтах, в различных войнах. То есть основа – это памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Потом был установлен памятник погибшим в Афганистане, уроженцам Мордовии. И относительно недавно был установлен памятник погибшим в годы Первой мировой войны. Там же находится часовня Александра Невского, который, такой символ воинской доблести, скажем так, да, потому что Александр Невский известная личность, которая одержала такие знаковые победы в давние-давние годы. И там же находится музей, как он называется, музей боевого трудового подвига жителей Мордовии или жителей Саранска в годы Великой Отечественной войны. В общем-то, там тема на той площади, да и площадь называется Победа, площадь Победы, то есть там тематика такая военная. А тема жертв политических репрессий будет, скажем так, отчасти там, лишней. Поэтому мое предложение, то есть, как предложение, я считаю, что памятник и мемориал
вообще они должны быть образованы в том месте, единственном, по сути дела, у нас в городе Саранске, где известно, что были захоронены жертвы политических репрессий. То есть именно вот на территории этого оврага, тем более сейчас там стоит уже часовенка, то есть как бы признано место церковью. Я думаю, он там будет не лишним. Я в этом году, где-то весной, наверное, был на территории этого оврага. Расчищено место, молодцы ребята, которые там работают, это бойцы поискового отряда. Сергей Цыганов и да, его товарищ. Вот, они молодцы, хорошо все делают, честно делают. Ну и думаю, там самое место. Еще вот по тому месту, по месту в Богоявленском овраге, еще у меня такой вот, я не знаю, наблюдение, что ли, или такой взгляд. Там нужен, конечно, памятник, там нужен, может быть, мини-мемориал, нужны обухоженные могилы. Но на данный момент я считаю верхом какого-то своеобразного такого извращенного цинизма, что на территории этого оврага установлен только один памятник. И этот памятник товарищу Ванду, руководителю НКВД нашей республики, то есть тому человеку, который стоял у самых истоков репрессий на территории Мордовской ССР, на территории нашего региона. То есть да, он был расстрелян, да, он, возможно, каким-то, видимо, милицейским архивным данным, он похоронен именно там. Но хоронить палача, который потом, в принципе, стал, конечно же, жертвой того, чему он был каким-то своеобразным родоначальником, у истоков чего он находился, это, в общем-то, мне кажется, несколько цинично, и я думаю, что не очень правильно. Игорь Семенович, не забудьте мысль, но будем справедливы, что на этом памятнике написано, что здесь и другие жертвы репрессий, там строчка есть. То есть там такой... Но первым делом бросается... Который конечно, организовывал коллективизацию, раскулачивание, уничтожение религии в Мордовии. Да. Первым Такая делом противоречивая фамилия фигура. Ванта там, она, в общем-то, есть, и первым делом она бросается, конечно. Но и одновременно запрещать, если там его внучка или дочь изъявили желание, то ставить памятник, тоже такой спорный вопрос. Если дети репрессированного человека, который сам был виновен, организовывал репрессии против жителей Мордовии, вот можно ли ей запрещать ставить такой памятник? Тоже такой вопрос спорный. Я не говорю о том, что этот памятник надо снести, увезти куда-то в другое место. Об этом, конечно, речи нет. Я просто говорю о том, что должен быть построен какой-то мемориал или какой-то памятник так, чтобы вот этот, я не знаю, как его назвать, надгробный камень или просто вот этот мемориальный камень, он просто бы потерялся, чтобы на него внимания особого не обращали. Да, он был репрессирован, да, он был в итоге расстрелян. Я говорю, вот просто убийца, например, тот же Чикатило, да, вот человек, который убил кучу людей. Но после того, как, может быть, вот его там, суд был, его расстреляли, а просто вот он был убит на улице. Ведь то, что его убили, не реабилитирует ведь его, согласитесь, человек, у которого руки в крови. У Ванда тоже, я считаю, были руки в крови. А вот скажите, это рядом с этим оврагом, над этим оврагом возвышается пруд, который строили как раз в годах 50-х, 60-х, откуда дачники могли брать воду. И этот пруд через несколько десятилетий может прорваться и затопить эти 7 захоронений, как вы считаете, если мы не решим этот вопрос? Это дело городских властей, наверное. Я так думаю, что они должны за этим следить и предпринять какие-то меры для того, чтобы это не произошло. Поэтому я и говорю о том, что должен быть нормальный, официально признанный мемориал, чтобы было предусмотрено абсолютно все. Возможные прорывы
вот этого пруда, возможное там, ну я не знаю, сползание оврага, так сказать, это обрушение оврага. Все это должно быть предусмотрено. Но опять-таки, одно дело, когда этим занимаются энтузиасты, которые, да, вот ребята из отряда «Поиск» молодцы, они работают, но они работают на голом энтузиазме, то есть без какой-либо поддержки со стороны властных структур. Здесь именно должны быть энтузиасты и поддержка органов власти. Вот у нас здесь находится собор, ну его не видно отсюда, ну в том направлении, собор Феодора Ушакова, да. Его ведь строило государство и были частные пожертвования. Ну, смогли такой огромный собор отгрохать. А государство и частные, пусть они не очень большие пожертвования, но они были. И я думаю, и мемориал также вот на каких-то паритетных началах государства плюс частные пожертвования, плюс безвозмездная работа энтузиастов, которые будут помогать возводить, в общем-то. А вот такой спорный вопрос, как вы считаете, как вы сказали, что вот люди, которые организовывали массовые убийства невиновных жителей Мордовии, десятки тысяч были, лишались имущества, тысячи расстреливались, семьи, десятки тысяч разрушались, дети отправлялись в детские дома или в ссылку куда-то, в степь, и женщины тоже, и старики. А вот есть улицы, в Саранске в частности, носящие имена откровенных террористов, которые занимались тем, что убивали политических деятелей в Российской империи, и носящих имена тех, кто организовывал репрессии, государственный советский террор против народа. Как вы считаете, вот, конечно, эта тема очень спорная, но нужно ли постепенно идти к тому, чтобы эти имена менять или на исконно исторические, или, может, на какие-то другие нейтральные, но не напоминающие? Я считаю, переименовывать улицы не надо до тех пор, пока не умрет последний человек, который поддерживает коммунистическую идеологию, идеологию Владимира Ильича Ленина. Только после этого можно на каком-то референдуме предлагать горожанам вопрос о том, будем переименовывать улицу, на которой вы живете, или там, скажем, жителям микрорайона, будем переименовывать улицу или не будем. Потому что фактически сейчас вот эти все названия героев былых времен, да, они, в общем-то, ну, спроси моего сына, кто такой, сыну уже 30 лет, кто такой Котовский, кто такой Щерс, кто такая Вера Засулич, он не знает. Вот, просто есть вот эти вот имена, они для него это просто название улиц. Ну, а есть люди, кому это очень важно, и, наверное, ну, в общем, их осталось не очень много, и, я думаю, не стоит обижать. Они сами со временем уйдут, так сказать. Но вы имеете в виду советское поколение и ту часть, которая была особенно как бы верила в коммунистическую. Но так-то идеи Ленина, они будут жить, я думаю, вечно. Потому что все идеи живут столетиями, даже идеи каких-то там диких идеологов. А она, в принципе, пропагандистски очень такая правдоподобна. Вот идея социализма и коммунизма. Конечно, практика показывает, что это ведет к деградации, к общественному бескультурию, к уничтожению новых видов науки, культуры, к массовым репрессиям. Но в разговорах-то это всегда, когда человек много не размышляет, всегда будут сторонники Ленина. Их будет массы. Ну, значит, она никогда не умрет. Пройдет какое-то время, и когда будут дети этих людей, которые сейчас, может быть, активно достаточно выступают в поддержку этих идей, им уже, наверное, будет все равно. Ну, даже Я сам живу на улице, которая носит название, которая называется проспект Ленина. На проспекте Ленина живу. Ну, его переименовали в проспект. Это раньше была улица Гражданская, если меня память не изменяет, где-то в 67-м. Наверное, когда поставили памятник вот этот, да? Нет, памятник был раньше поставлен. И в 60-х на моей память, то есть я еще жил, я помню, жил я на улице Гражданской. Вот, а памятник-то он
раньше гораздо был построен. Вот, и ну, живу на улице проспект Ленина, ну и живу. А вот здесь соседняя улица, это улица Володарская. Вот Луначарский, когда убили Володарского, он писал: да, мы все знаем, что Володарский это террорист, и он убежденный террорист, и он сторонник вот организации террора еще до того, как начался якобы ответ на Белый, а Володарский еще до этого он знал, что нужно убивать, и Луначарский оправдывает, что это все правильно. То есть они признают, что откровенный террорист. Но это городской топоним уже. И вот я говорю, вы можете пройти по улице Володарской и вот просто вот сделать опрос, зайти во дворы этой улицы и поспрашивать людей, которые там живут. Ну, сидят во дворах, там бабушки, даже старшего возраста. Максимум, что они скажут, что это деятель первых лет советской власти. Чем он отмечен, чем он был знаменит, я думаю, не скажет никто. И поэтому, ну, есть улица Володарского, есть. Кому мешает, никому не мешает. Вот мой взгляд такой. Переименовывать пока, может быть, время еще не настало, потому что, вот я говорю, опять-таки, любое действие, оно должно быть поддержано абсолютно всем обществом. А у нас, я говорю, все-таки еще, ну, скажем так, почитателей Ленина еще достаточно, их достаточно большое количество, и почитателей того, что произошло в 1917 году, тоже достаточно большое количество. И создавать вот конфликтную ситуацию, когда часть людей, причем я так понимаю, что за переименование улицы Володарского, скажем, какая-то она Покровская, что ли, была, я уж не помню, уже. Вот, переименование улицы Володарского в какую-то там, ну, там третью Покровская, скажем так. Ну, инициативная группа этих людей мало. Основная масса, которой все равно, но создает определенные неудобства, потому что надо менять штамп в паспорте, надо таблички, может быть, менять на... Они сторонники того, что практически бесплатно это. Тогда, когда наступает время замены паспорта, только тогда, хоть через 10 лет, тогда только меняют. Или так, да. На сайтах электронно это бесплатно. Вот. И плюс еще достаточно большая группа по сравнению с инициативной группой о переименовании будет, которая будет резко выступать против этого. И опять конфликтная ситуация, опять мы приходим к тому, что конфликт, эти враги, эти хорошие, или наоборот, эти враги, а эти хорошие. Зачем? Ну, моя точка зрения, конечно, похожа на вашу, но, конечно, больше склоняется в то, что все равно нужно постепенно, может быть, сначала от террористов 19 века, там, Халтурин, Желябов и так далее, те, которые убивали чиновников, может быть, это не так будет. Ну, сейчас, во-первых, говорят о том, что новые паспорта будут, да, какие-то пластиковые карточки, и я не очень уверен, что там будет стоять штампик о регистрации. Вот, так что, не будет как вариант, может быть, опять-таки, я говорю, Третья Покровская в скобках Володарского, или Володарского в скобках Третья Покровская. Да. А потом то, что не очень нравится, оно будет каким-то образом вымываться. То есть, если не нравится, приходим к тому, что фамилия Володарский, она не очень хорошо, в общем-то, не очень устраивает всех. Вот, она потихоньку будет вымываться и оставаться вот другое название, которое было исторически. Да. Но опять-таки я хочу сказать, ведь все эти старые названия, они брались-то не из головы. То есть, если Покровская, по названию церквей, наверное. Да, по названию церквей, которых уже нет, в основном, которых нет. И какой смысл называть улицу Покровской, если Покровской церкви нет? Вот это меня тоже, вот эта мысль, что она... Ладно, позиция ваша понятна, спасибо большое за аргументацию. Я хочу сказать, что несколько вещей. Во-первых, в Германии, когда происходил процесс денацификации, он происходил очень медленно, и каждые лет 5 по 1% уменьшалось число тех, кто поддерживал Гитлера, и только потому, что шел этот процесс. И шел процесс, он, естественно, был конфликтным, потому что есть большинство за Гитлера, несмотря на то, что Гитлер проиграл, то, естественно, вот эти усилия интеллигенции, ученых, деятелей искусства воспринимались, конечно, с осуждением. Один момент, был Нюрнбергский процесс, который признал фашистскую идеологию
антигуманной, античеловеческой, нацизм античеловеческим, режим Гитлера античеловеческим, направленным против людей, огромных масс людей. Ничего подобного по поводу советской власти, советского режима все-таки не было. Но денацификацией занималась немецкая интеллигенция, а не оккупационная. То есть это Нет, понятно, опять-таки что был процесс, который официально признал фашизм фашизмом, скажем так. А у нас, была советская власть, да, были жертвы. Но вот так, чтобы осуждать вот резко, как процесса декоммунизации у нас не было? Не было. Но если этого процесса не было, Десоветизации. это не значит, что это правильно, что его не было. Потому что если были массовые невинные жертвы, и мы это как бы забыли, то это говорит о нашем обществе, как обществе таком неправовом, если мы сами не хотим провести процесс судебный, который должен привести человек, как бы уважающий права других людей. А мы мы выжили, а те, кто умер, нам на них плевать. Они же умерли, а мы живые. Мы получили блага цивилизации за счет их смертей. И мы Владимир, забываем их. вот то, что вы говорите, оно должно быть здесь, наверное, и вот здесь. Но, опять-таки говорю, официально ни десоветизации, декоммунизации у нас не было. Так что говорить, я думаю, на эту тему несколько Да. Официально это чиновники, а чиновники не всегда правы. Но я хочу сказать вот что. Вы спасибо, что вы осудили мнение, которое мое, что памятник должен быть жертвам политических репрессий здесь, потому что это сзади памятника Ленина, как цена его идеологии. И здесь до 1962 года стоял памятник Сталину, тоже символично, что именно рядом с ними показана цена. Но спасибо, что ваша аргументация вполне даже убедительна, хотя я с ней не очень согласен. Вот скажите дальше. Следующее пожелание, чтобы у нас на Советской площади стоял Народный комиссариат внутренних дел на перекрестке улиц Советской и проспекта Ленина, в котором расстреляли в подвале несколько тысяч человек и отправили в лагеря десятки тысяч людей. Как вы считаете, Виктор Борисович Махаев несколько недель назад предложил идею, которая мне очень показалась правильной. В Европе на местах, которые исторически связаны с репрессиями или с другими периодами, есть такая практика. Дорожное полотно, укладывать металлическую пластину, в которой будет написано, что под этим местом находился подвал, в котором расстреливали тысячи невиновных жителей Мордовии, или просто здесь находилось здание, которое организовывало политические репрессии. Как вы к этому незаметному символу отнеслись? Искренне уважая господина Махаева, но могу сказать, что полностью с его идеей согласен. То есть, действительно, это отличная просто идея. А как ее можно решить? Знаете, существует интернет. Там, я не знаю, есть обращение к главе республики, после которой наберет достаточное количество голосов и должно быть рассмотрено. А мы недавно резолюцию написали конференции, там было написано. Резолюция это все, эта бумага, а именно где сайт в интернете, где собираются эти заявки, подписи жителей, и когда набирает определенное количество подписавшихся, то тогда орган власти какой-то, он должен рассмотреть. Там, это наверное, десятки тысяч людей будут. У нас такого не наберется никогда. А почему не наберется? Идея, по сути дела, хорошая. Тем более стоить это, я не думаю, что будет очень дорого. У нас по всему городу, если обращали внимание, какие-то вообще непонятные эти пластины стоят с геометрическими фигурами. Не геометрические, они как QR-кодом, что ли, на котором ты подойдешь, читаешь, и там направо пойдешь, что-то увидишь, налево пойдешь, что-то увидишь, прям пойдешь, там в фонтан упадешь. На это деньги нашлись, совершенно глупые. Я вообще, если честно, когда эти штуковины появились, раз 5, наверное, видел, что люди подходили, чего-то смотрели, и все. Сейчас проходит, внимания не обращают. Игорь Семенович, а я из вредности вам приведу тот же аргумент, который вы привели. А там хорошо будет, если там детский смех будет раздаваться, и там будут дети играть, и будут их настроение, они там будут рисовать детские фигуры на Советской площади, эти красивые, которые ежегодно, и они увидят, прочитают эту надпись. Зачем портить настроение детям? Вы потом подойдите, там подсъемочку сделайте небольшую, там есть газон. Можно, по этому газону дети не бегают, никто не ходит, можно на этот газон установить эту плиту. И она будет, тем более я как старошил,
Я помню это здание милиции, городской отдел милиции, кажется, там находился. Вот. Ну, как раз, в общем, на месте, мне кажется, вот этого небольшого склона и будет, это вполне логично смотреться. Но опять-таки я, Владимир, хочу сказать то, что памятников можно кучу наставить. Но насколько они будут интересны, насколько вызывать какие-то эмоции у людей. Потому что Тултаев и Сушков это предыдущий наш городской глава, Тултаев нынешний, они тоже понаставили этих всяких памятников. Видимо, у них какие-то знакомые друзья, так сказать, которые имеют отношение, да, к сфере культуры, и надо распилить бюджет, да. Вот понаставили памятников. Это памятник дворнику, памятник вылезающему из канализационного люка сантехнику. Но вам вообще получается... Зайдешь туда, там старуха шипака Игорь Семенович, это скульптурное творчество, это искусство. Я понимаю, скульптурное творчество. Оно вам в целом кажется вот я некрасивым? говорю, нет, опять-таки, это веселые памятники около того же дворника, люди с удовольствием фотографируются, вызывает эмоции. А вот когда будет стоять просто, не знаю в каком месте, вообще вот здесь, вот как я, вот Телин стоит здесь, и вот здесь вот стоит памятник, какие он эмоции будет вызывать? Ну, будут люди проходить, будут дети играть. Никто ничего... Ну а там во враге это спрятать, Игорь Семенович? Там не спрятать. Там опять-таки я говорю о том, что создать какое-то подобие мемориала, что ли. Это да, это я полностью согласен. И чтобы люди, которые посещают Саранск, которые приезжают в Саранск, они знали, что там, да, есть вот такое место, где смогли все-таки установить место массовых захоронений репрессированных людей. Можно сконцентрировать памятник именно на то, что много жертв раскулачения, коллективизации, какой-то, может, сельскохозяйственная часть связана в центре с этим периодом, и показать, что это огромный урон сельскому хозяйству республики. Нет, и урон всему был. разрушенного. Урон всему был, и сельскому хозяйству, и науке, и промышленности, то есть там это вообще, конечно, что-то запредельное. Ну, я все равно сторонник именно, чтобы располагалось памятник и мемориал именно там. Да, ваша аргументация очень сильная, и спасибо. Следующее пожелание в том, что ежегодно во многих регионах проводится государство, республика проводит поминальные мероприятия, и глава этого республики, области выступает с словами соболезнования жертвам репрессированных, их семьям. Если бы у нас Владимир Дмитриевич начал с какого-то года выступать, вы бы приветствовали это? Понимаете, скепсис чувствуется. Можно приветствовать, если это все искренне. А когда просто для галочки, выступит, не выступит. Но если он выступает, это образ того, что государство каждый год подтверждает, что мы были виноваты. И он Кто мы? Государство да было он как виноват? избранный обществом, в кавычках избранный, формально Власть? избранный. Он от имени общества говорит, что я как избранный глава республики считаю, что мы виноваты, и я как представитель государства от имени общества признаю вину из-за государства. Владимир, это здорово. Ядрит Мадрид, он тогда даже не родился. Как он может быть ответственным за то, что происходило в 30-е годы? Так мы же его не обвиняем, наоборот говорим. Извините, я журналист. В 30-е годы, наверное, куча журналистов сдавала в органы, кучу журналистов, которые писали там, черновики собирали. А вы их осуждаете, этих журналистов? В смысле? Их же нужно осуждать. И тех, кто поднимали руки, это 90% населения, надо осуждать. Говорилось о том, что половина населения сидела, половина писала донос. А то мы валим все, что НКВД все делали, а народ, в общем, ни при чем. А народ голосовал, поддерживал, ни слова не говорил против. Все как бы в сторонке, мы ни при чем. То есть все общество виновато, и все общество должно, и представитель общества, глава республики, должен говорить: да, мы были в обществе виноваты, и мы сейчас будем каждый год выделять из бюджета деньги, и я, как руководитель государства республиканского, признаю, что да, государство было виновато. Но это здорово, это так сплачивает общество, гармония наступает. А искренность будет, наверняка он искренне выступит.
Это потому что банальности, они общепризнаны всеми, но приговаривать их, я считаю, нужно. Ну, Избыточно, да, вы будет, считаете? конечно, хорошо, если какие-то слова, в общем-то, будут звучать. А мероприятия День памяти, поминальные, День государственные? памяти жертв политических репрессий каждый год, это, кажется, конец ноября, начало декабря. Конец октября, 30-го. Ой, конец октября, да. Вот, проводится, конечно, хорошо, если будет в прессе опубликовано какое-то, в общем-то, обращение главы. Но опять-таки это чистая формальность, естественно, не сам глава эти обращения пишет, пишет за него сотрудники, чего там Ну, он напишут, он редактирует. просто подпишет и все. То есть вот я говорю, почему нет в этих соболезнованиях или там в этих обращениях какой-то определенной искренности. Ну а то, что мероприятия будут проводиться, ну, представители церкви, родственники тех, кто был репрессирован в годы, в 30-е годы, в 20-е годы, ну, опять-таки, на мой взгляд, таких людей остается все-таки у нас очень мало, который способен прийти на тот или иной мемориал и, в общем, почтить память своих, даже своих родственников, которые погибли в те годы. Вот у нас процесс реабилитации в начале 2000-х прекратился. Только редкие случаи отделов в прокуратурах расформировали, который занимался сортировкой и обобщением в книге памяти. Как вы относитесь к тому, чтобы все-таки вот мы, как общество Мордовии, призвали, получается, федеральной власти, если этот уровень, чтобы продолжить реабилитацию, потому что еще многие миллионы людей не реабилитированы. По трудовым статьям миллионы людей. За опоздание, там, за какой-то саботаж мелкие на годы отправлялись. По многим разным статьям до сих пор не реабилитированы. Чтобы всех до одного тратить деньги и чтобы прокуратура работала над этим. Не очень уверен, что это возможно в ближайшие годы, но когда-нибудь это, в общем-то, произойдет. Когда, я не знаю. Но я почему-то думаю, что не скоро. Но, тем не менее, это обязательно произойдет, и будут по крупицам доставать откуда-то из архивов, откуда-то из свидетельств, там, семейных этих баек, вот эти вот рассказы о том, что тогда происходило. Но опять-таки время идет, прошло уже, ну сколько? 70-80 лет, да, почти. Вот. И если это не было сделано по горячим следам в конце 50-х, в начале 60-х годов, если это не было сделано в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда наступил вот этот вот период Горбачев Гласность, да. и Ельцин, то если с такой цикличностью будет это все повторяться, то есть сколько там с 60 по 90, 30 лет, то следующий цикл, наверное, он должен уже наступить в 2020 году, если с периодичностью 30 лет вот это вот обращение, так сказать, к временам культа личности. Ну, сейчас люди уходят, у которых сейчас, наверное, уже совсем не осталось, очень мало осталось тех людей, которые прошли через ГУЛАГ, прошли через несправедливые судебные заседания, были осуждены, тем более по политическим статьям. Ну как, она одна, наверное, была, 58-я, в общем-то, статья. Да, но не только вот. по ней Ну да, репрессировали. там и не только по ней, в общем-то. Вот, становится все, то есть таких людей совсем мало, вообще, может быть, единицы. Их дети не всегда знают историю своих родителей. Почему? Потому что, в общем-то, родители всячески старались скрывать свою историю, не рассказывать даже в семейном кругу. Так что, в общем, остается только одна надежда на архивы, которые, дай бог, не будут уничтожены никогда. И чего-то оттуда можно будет достать. А вы за то, чтобы их открыли полностью? Потому что некоторые снова стали засекречивать, разрешать только родственникам пользоваться, а по некоторым продлили до 2040 года недавно. Вы сторонник того, чтобы полностью их открыть? Слишком страшное может открыться, если их открыть полностью.
Я имею в виду фамилии тех людей, которые участвовали в репрессиях непосредственно, тех людей, которые доносили. Ведь тот же Сталин говорил о том, что сын за отца не отвечает, да? Вот. А если подобные архивы открыть, и если туда попадут неадекватные люди или прочитают информацию из этих архивов неадекватные люди, то очень может быть так, что предпримут какие-то неординарные действия в отношении родственников этих людей, которые что-то совершали в 30-х годах. Пока у нас нет, того общества, которое может, точнее, таких общественных отношений, которые позволят воспринимать открывшуюся правду адекватно, я думаю, наверное, не очень это хорошо будет открывать архивы. Потому что вдруг окажется, представьте себе, Владимир, скажем, я просто из головы сейчас придумываю то, что ваш дедушка окажется, прям вот плохо говорю, исполнителем. То есть держал в руках наган, наставлял в затылочную часть, сделал выстрел. Вот. А ваш сосед, с которым вы вот с таких времен вместе жили, архив покажет, что дедушка вашего соседа был расстрелян вашим дедушкой. Вот чего может это произойти? И разве я имею право скрывать исторические архивы из-за того, что мне не... А вот убийства ведь до сих пор совершаются убийства, и мы будем засекречивать все убийства, чтобы их родственников не... Допустим, сейчас, Чикатило убил несколько десятков людей. Мы давайте засекречим эту информацию, потому что родственники убитых могут найти родственника Чикатило и наказать. Тогда по крайней мере, всех маньяков, все их убийства надо засекретить. Все, допустим, больше 3 человек убийства, все, мы должны это засекречивать. Эта логика, таких людей, как Чикатило, мало. Десятки людей, я думаю. Таких людей, как сейчас совершается достаточно большое количество преступлений. Но опять-таки известно преступление, известен человек, который его совершил, и возможно, какие-то неадекватные поступки. Вспомните Кавказ. Вообще, что делать с Кавказом, скажем так. Вспомним эпизод с летевшим самолетом, который над Альпами столкнулся с другим самолетом по вине диспетчера. Да. По вине диспетчера. Да. Господин Калоев, кажется, его так зовут, он нашел этого диспетчера и зарезал его. Да. Вот, пожалуйста. Его назначили министром. Да. Нет, это ладно, кем назначили там. Я считаю, он не имел права. Нет, я просто хочу сказать, что делать с Кавказом, с этими горячими кавказскими парнями, которых там тоже куча людей, согласитесь, та же Чечено-Ингушская республика, автономная Советская Социалистическая Республика была полностью выселена, по сути дела, и чечены, и ингуши. Но мы не должны деградировать. Нет, представьте себе, тем более там, я опять на Кавказ перейду. Там очень сильны семейные традиции. И если ты обидел кого-то из рода, очень сильно обидел, то другие, как говорится, члены этого, представители этого рода, представители этой фамилии встают на защиту. Причем они действуют весьма, сами знаете как. И историю этого полковника Буданова тоже можно вспомнить, это из недавних. И что это произойдет, если тем же ребятам из Чечни дать информацию о том, что Сидоров, Иванов, Петров, Моисеев и так далее, они стояли и пиф-паф делали. А почему? Во-первых, конечно, это не все чеченцы, потому что чеченцы есть интеллигенция по всей стране, которые добрее самых добрых русских и не будут проявлять ни кровную месть, ни такую дикость, зверскость.
Почему в Чечне вот такая, есть такие люди? Потому что в 19 веке там геноцид, Российская империя их присоединяла. В 20 веке Сталин такие чистки людей просто изгонял из Чечни, обвиняли их, что в них повышенный процент предательства. Это ложь. Детей просто выселяли, взрывали дома. Там, Да, я не спорю. Это любой народ на их месте стал бы... Нет, я не спорю. Да. Но опять-таки, вот что делать, если вот, как говорится... Правду там, открывать. Открывать правду о том, какой геноцид был, в том числе против чеченцев. И указывать вот это Иванов, Сидоров, Петров, они живут в таком-то городе, и у них дедушки, так сказать, расстреливали ваших. То есть мы не имеем возможности остановить институт кровной мести, и исходя из этого мы будем запрещать информацию исторического значения. То есть пока мы не остановим кровную месть. Владимир, я же говорю, аргументация это, понятна, вот и это тоже уже расхожая фраза, частично конечно, убедительна, о да. том, что половина сидела, половина стучала. А вот скажите, спасибо, это очень важный спор. Последний у нас остался. Как вы относитесь к открытию архивов в части мест захоронения, допустим, у нас в Мордовии? Ну, и Вот, вообще, это я отношусь к этому может это очень сколоть положительно. общество? Или это очевидно? Я понимаю, что существует служба, спецслужба, да, они не могут открывать всю информацию, потому что, опять-таки, эта информация может навредить гражданам. Это я опять-таки возвращаюсь к тому, что вот эти все архивы открыть и показать, кто расстреливал, кто кого закладывал, кто кому чего делал, да, это вот не лучший вариант. А вот то, что вот эти вот показать места, они наверняка где-то в архивах есть. Потому что, в общем-то, там сейчас мы говорим, это чиновничья, бюрократическая система, она существовала и в спецслужбах. Там и патроны выдавались, так сказать, поштучно, да, для исполнения приговора. И за каждый патрончик, я более чем уверен, должны были люди расписываться. Там и указывалось точное место, где происходило, простите за такое выражение, ликвидация, кажется, да, вот у них называлась. И поэтому они старались убить в 2 патрона, потому что 3-й патрон у расстрельщика был уже за свой счет. Поэтому он старался законченную часть очень вот это экономно. Я не могу сказать, хотя, с другой стороны, выстрел в затылок, в общем-то, это, по сути дела, смертельный, летальный исход. Вот. И, соответственно, где-то в этих архивах есть, конечно, информация о том, где находятся места захоронения. И вот я считаю, их, конечно, надо открывать, предоставлять информацию. А что дальше делать с этими местами, вот здесь я уже не могу сказать, потому что их, по сути, по всей видимости, было очень много. Только из реабилитированных 2400 в Мордовии, расстрелянных. Вот. И их было очень много, и я думаю, государство будет не в состоянии обиходить все места. И с другой стороны, нужно ли это, вот по большому счету? Опять-таки я говорю, родственников почти не осталось. Потому что их депортировали из Мордовии. Да, депортировали, детей в детские дома, приезжают ли жен они? в Казахстан, если они не отреклись от мужа. Приезжают ли они сюда, вот, чтобы почтить память своих там каких-то дедов, которые, возможно, находятся в этом овраге? И последнее пожелание. Сложный, конечно, вопрос, там интересный, но пока я не могу вот как-то так на эмоциях, да, а вот экспертно, чтобы вот чего-то говорить, нет, не готов. Реалистично. И вот последнее. В нескольких десятках городах нашей страны существует музей памяти жертв политических репрессий, куда соединены книги, научные исследования тех, кто проживает в этом регионе, воспоминания репрессированных, архивные документы, там фотографии, разные экспозиции, где находятся места, общая российская практика или какая-то общая такая воспитательная, педагогическая из других стран, как там происходила переработка вот этого прошлого. Как вы считаете, можно было ли нам в Саранске организовать такую, может быть, в начале постоянно действующие выставки в нескольких республиканских музеях, а потом через несколько лет объединение их в отдельном здании? В отдельный такой музейный комплекс. Нет, я так не считаю.
немножко имею представление о музейном деле, совсем немножко, конечно. Вот. Создание музейной экспозиции, в общем-то, это дело достаточно серьезное. Минута до конца. И просто есть у нас несколько музеев, которые вот просто существуют, потому что они музеи. Чего-то интересного там, я вот посещал несколько таких вот наших местечковых музеев, ничего там нет интересного. И опять-таки сборники, несколько книг вот будут стоять, да, и все. Одно дело, когда робы какие-нибудь арестантские, да, одно дело еще чего-то вот. А когда несколько книжек и несколько фотографий репрессированных. Так что я сторонник того, чтобы инициативные группы более тесно контактировали с тем же республиканским музеем, договаривались, республиканским краеведческим музеем, договаривались о какой-то совместной деятельности, помогали, если у инициативных групп есть какие-то материалы, помогали музейщикам и совместно делали какие-то, не экспозиции, постоянные экспозиции вряд ли возможно, а вот выставки, да. Уважаемые телезрители, в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Игорь Семенович Телин. Спасибо вам большое. Всего доброго.